уйгуры, проживающие в Турции, подали заявление в ООН в прошлом году о своих родственниках, которых насильно удерживали в концентрационных лагерях, созданных в оккупационном Китае в Восточном Туркестане. Первоначальные результаты были получены для формируемой платформы для жертв концлагерей Китая, основанной уйгурскими активистами, родственники которых были отправлены в лагеря китайским режимом, и заявление Гюльден Сонмес, адвоката-правозащитника, которая выступала в качестве адвоката членов платформы. Рабочая группа ООН по произвольным задержаниям приняла решение 16 июня в отношении 3 из более чем 100 человек, о которых была представлена информация. Гюльден Сонмес представила информацию о содержании и важности резолюции, принятой ООН на информационной встрече в культурном центре Зайтин-Бурну, Кызыл-Чишме, организованной платформой жертв китайских концлагерей. В Китае сняли фильм, отрицающий геноцид. Китайские власти заставили уйгурских турок танцевать, петь бодрые песенки про коммунистическую партию на съемках фильма «Давайте забьем гол, ребята», с помощью которого пытаются отрицать геноцид. Сообщается, что 11 июня в Шанхае был выпущен фильм «Давайте забьем гол, ребята» с участием уйгурских детей и звезды французского футбола Эрика Даниэля Пьера Кантона в главных ролях. Режиссер француз Стив Вайтс. В фильме снимались Эрик Кантон, бывшая знаменитая звезда французской футбольной команды, а также китайский актер Чу Цзиньцзинь, уйгурский народный артист Хушьяр Акбар и многие другие уйгурские актеры. Эрик Кантон, всемирно известный бывший футболист среди китайских и зарубежных знаменитостей, сыгравших в фильме, известен своим вмешательством в китайскую пропаганду и попытками скрыть геноцид. Немецкий производитель автомобилей Volkswagen объявил, что завод в регионе должен быть проверен независимыми аудиторами из-за обвинений в нарушении прав человека в Восточном Туркестане. Оливер Блюм, топ-менеджер Volkswagen Group, заявил, что планируется провести прозрачный независимый внешний аудит, а также заявил, что ведутся переговоры с партнерами в Китае. Завод Volkswagen в Урумчи открылся в 2013 году и подвергся критике за нарушение прав человека в Синьцзянь-Уйгурском автономном районе. Немецкая компания отказалась прекратить свою деятельность, утверждая, что фабрика помогла улучшить положение людей. Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф объявил, что с Китаем подписано соглашение о строительстве атомной электростанции. Проект оценивается в 4 миллиарда 800 миллионов долларов. Как сообщает агентство Рейтер, премьер-министр Пакистана Шариф заявил, что проектные работы по проекту Чашма-5 начнутся немедленно, и Китай является самым надежным союзником Пакистана. В отношении проекта, подписанного между Китайской ядерной энергетической компанией, Китайское национальное ядерное сотрудничество и Пакистанской энергетической компанией. Взрыв природного газа, произошедший вчера вечером в гриль-ресторане в Инчуане, районе Нинся на северо-западе Китая, вызвал серьезные опасения. По данным контролируемого государственного информационного агентства Синьхуа, взрыв, в результате которого погиб 31 человек, произошел из-за утечки баллона с сжиженным газом в ресторане. Взрыв произошел в то время, когда в ресторане было много народа в связи с трехдневным праздником фестиваля лодок драконов в стране. Казахстан объявил, что больше не будет проводить встречи в Астане, посвященные достижению соглашения о прекращении огня в продолжающейся гражданской войне в Сирии и установлению мирного графика. Астанинские встречи, инициированные Турцией и Россией в 2017 году с целью установления перемирия и мирного процесса в Сирии, ищут нового хозяина. Встречи в Астане с последующим участием Ирана в качестве гаранта также были местом недавних переговоров в формате четырехсторонней встречи с участием сирийского правительства.